Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. О супокое Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой, совершение и избавление душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквей, изъеднание всего, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву, и ты, что с верою пошану и страхом Божьим воходите, я Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего всесветного епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святоров, диаконов в Христе, все духовенство и людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную краину нашу Беларусь, за урад належную лады и войска, и увесь белорусский народ, за стойкостью веры и мужностью в выпробованиях, и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, за верных людей, что живут и Господу помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, по морю, земли и по ветру, за недужих ты, что терпят, за зневоленных и избавлений, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам вывиться от всякого гнева, сумму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избави, стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши наисвятую, сочистую, благословенную, славную дарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. От Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благослови Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое прославит Тебя, святое Яго. Благослови душа моя Господа, и не забываю всегда добродействов Его. Я начищаю все святшинствы Твое, и оздоровляю все немощи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый и богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славит Тебя, святое Яго, благословенный Ты, Господи. Яше в супокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избави, стиражи нас Божия лаской Твоею. Господи, смилуйся.
сами себе один одного, и все життю наше Христу Богу отдаймо. Твое, Господи, Вот Твоя есть держава, Твое владарство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, разве все життя мое буду хвалить Господа. Буду песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Один народ и Сыне, и Слово Бога, ты несмяротный. Для нашего избавления захотел принять тело, от Святой Богородицы и завсюди Девы Марии. И не зазнавший измены стался человеком. Ты был укрижован и Христе Божией смертью, изнищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу, сбав нас, сбав нас. Яше с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбав, и стережи нас Божией ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, сочистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и завсюди Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все життю наше Христу Богу отдаймо. Твое, Господи. Бог ты добрый и человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Увладай свет Твоим, вспомни нас, Господи, счастливые Богия Духом, Богих есть владарство небесное, счастливые тыя, что тужат, бояны сотешатся, счастливые тихие, бояны отримають Господчину землю. Счастливые тыя, что мають Бога и смогу справедливости. Бояны насытятся, счастливые, милосердные, бояны зведают милость, счастливые, чистые сердца, бояны убачать Бога.
следуют за правду. Бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли вас крылья и проследуют, и кажут всякую неправду на вас деляние. Радуйтесь и тешьтесь, узнака рода ваша в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес из мертвых, збав нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Светлую весть к воскресении, и о подвине прадедовского служения, ангелы почувши, Господи и ученицы апостолам с радостью сказали: смерть переможенная, Господь Бог воскрес, даруючи свету богатство своего смилования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спас Избавитель мой, як Бог вызволил землю народженных от путов, и разбуривший пекельные вороты, як уладар воскрес могилы на третий день. Теперь завсёды на веки веков. Аминь. Опекунка христиан бездокорная, ходатайца до Творца незаменная, не погоди молениями грешников, аль як добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверима. Почуй хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надійная заступница Ты, что шагую Тебе. Вот и святый Боже наш, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и И завсюду, завсюду и на на веки веки веков.
святый Боже, святый мощный, святый несмяротный, жалься над нами. Пусьма уважливый мир усім. И Твоему Духу. Мудрость. Противен, якое богатя твору Твоих, Господи, Ты все мудро створил. Якое богатя твору Твоих, Господи, Ты все мудро створил. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты великий на уздел. Якое богатье твору Твоих, Господи, Ты все мудро створил. Якое богатье твору Твоих, Господи, Ты все мудро створил. Мудрость. Читание послания апостола Павла до римлянам. Слухаймо уважливо. Брати, у своїм серці я жадаю для їх збавлення, і об гэтым молюся до Бога, бо свідчу про їх, що я не мають Божую рухливость, але не поводле познання, не розуміючи Божої справедливості і шукаючи власної справедливості, яны не подпорядковалися справедливости Божией. Вершині же закону есть Христос, деле оправдання кожного, кто верить. Моисей пише об справедливости, якая з закону, что человек, виконавши его, буде праз его жить. А справедливость веры так каже: не кажи у сердце своим, кто взыдя на небо, как Христа привести, або кто сыдя в отхлань, как Христа узнять с мертвых, але что каже? Близко до тебе слово, но в уснах твоих и в сердце твоим. Это значит слово веры, якое проповедуем. Тому, коли ты в уснами своими будешь вызнавать, что Иисус есть Господом, и в сердце своим верить, что Бог воскресил Его, будешь збавлены, бо сердцем вера для оправдания, а в уснами вызнають для збавлення. Мир тебе, Твоему шитаю. духу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Подрыктуйся, иди упирать первобожно, деля правды, набожности и справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты полюбил справедливость, возненавидел беззаконие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир всем. И Твоему Духу. Читание Святого Евангелия
У той час приплив Ісус на другий берег Україну Гергесінською. Сустрели його, вийшовши з могильних печор, двоє опанованих демонами, вельми лютыя, так, що ніхто не мог проходить дорогою тою. І ось вони закричали, що Тебе до нас, Ісусе, Сині Божий. Пришел Ты сюди дочасно мучить нас, а зводдаль от их пасвився великий статок свиней, и демоны просили его, кажучи: «Коли выгонишь нас, то дозволь нам войти в статок свиней». И он сказал им: «Идите». И вышли они, пошли в статок свиней. И вось кинулся весь статок свиней, скрутший у мора, и загинул в воде, а пастухи паўцякалі, и пришёўшы в город, рассказали про то, что здарылася за падаванымі демонами. И вось весь город вышел насустрач Ісусу, и, бачивши его, просили, каб ён адышоў ад межаў іх. И ён, увайшоўшы ў лодку, пераправіўся назад и пришёл у свой город. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры! У гэтай парафіі ўжо, напэўна, больш за 10 год я разважаю гэты ўрывак, але, мабыць, толькі зусім нядаўна зразумеў, пра што гэты фрагмент Евангелия. А як вы думаеце, пра што мы сёння чулі? Што здарылася? Тут нават малюнак ёсць такі прыгожы ў нас. Як бы вы сказали, ну, смело, одним сказом, як можна сфармуляваць гэтую думку? Што адбываецца в сённяшняй евангельскай сцэне? Выгнанне дэмонаў. Угу. Ну, гэта праўда, але хто вінаваты? Хто вінаваты ў тым, што гінуць свінні? Вось я хацеў бы задаць пытанне. Свиньи виноваты. Не захотели жить с демонами. Вельмі, ну гэта таксама слушна. Вельмі часта, калі я чытаў гэты фрагмент Евангелия, я адчуваў пэўны дыскамфорт. І гэты дыскамфорт, мабыць, быў з-за таго, што я не до конца прасочваў лагічны ланцужок у тым, хто вінават у тым, што загінуў статак свінняў. Бо, як гэта неаднаразова, ўжо мы з вами разважалі, падкрэслівалі, для таго народу, таксама як і для беларусаў, свінні яны мелі пэўную вартасць. Ось. І калі на нашых вачах адбываецца тое, што гіне жывёла, свінні, то у нас адразу такі дыскамфорт. А хто ж тады вінаваты тым, што гінуць гэтыя свінні? Шкада. І першая думка, што гэта Христос вінаваты ў тым, што гінулі гэтыя свінні. Але калі мы трошки бліжэй унікліва прачытаем яшчэ раз гэты фрагмент Евангелия, тады мы зразумеем, што Ісус, ён не мае дачынення да гэтага марнатраўства. Не Ісус вінаваты. Мы, чытаючы уважліва Евангелия, можам пабачыць, што дэманы хочуць уратавацца і просяць Ісуса, каб ён паслаў іх у статак свіней. Але Господ робіць гэта, але на гэтым ягоная адказнасць сканчваецца. Нягледзячы на тое, што дэманы хацелі уратавацца, яны ўсё роўна гінуць. І гэтая гісторыя пра тое, што зло, яно іррацыянальна. Яно не паддаецца нейкаму аналізу, лагічнаму аналізу. І прыклад
скажем, такой дилеммы, приклад питання про раціональність зла, так само можемо знайти у книзі Іова. Там, де сябры Іова намагаються, скажем так, обосновать раціонально, обґрунтовать раціонально тое, што адбываецца з Іовам. Але нельга зло обґрунтовать раціонально. І зноў жа мы тут з вами прыходзім да пытання, калі мы разважаем пра зло, хто вінаваты у тым, што адбываецца, напрыклад, са мной у жыцці, хто вінаваты у маіх хваробах, хто вінаваты у маіх нейкіх няшчасцях, хто вінаваты ў тым, што адбываецца ў грамадстве. І вядома, ёсць тыя людзі, якія адказныя за тое, што адбываецца зло. Або гэта мы самі, або хтосьці іншы. Але бываюць такія сітуацыі, калі мы намагаемся скінуць гэтую адказнасць за зло на Бога, што гэта Христос вінаваты. Дзе ён быў? Вось, у той момант. Дзе быў Бог, калі адбывалася тое ці іншае у нашай краіне, напрыклад, або ў маім жыцці? Хто за гэта? Чаму Бог не спыніў гэта? Але мы бачым, што праблема ў тым, што зло, яно ірацыянальнае. Свінні не згадзіліся жыць з гэтымі бесамі, як сказаў Зміцер. Вось. І таму яны кідаюцца з гэтай кручы ў мора. І ў гэтым ёсць сэнс, у гэтым ёсць рацыю з боку свіней. Але само зло, яно ірацыянальна. Яно не ў стане кіраваць нават свіннямі. Яно не ў стане кіраваць нават свіннямі. Зло. Бо каб кіраваць сваім жыццём, каб кіраваць грамадствам, трэба мець рацыю. Гэта значыць розум. Трэба падпарадкоўвацца пэўным правілам. Зло гэтага чыніць не можа. Будзем прасіць Господа, каб даў нам розум. Каб даў нам розум. Бо, дзякуючы розуму, мы можам знаходзіць Бога у сваім жыцці. Дзякуючы розуму мы можам прымаць ад Господа тыя прапановы для нашага жыцця, які Ён нам прапануе. Амінь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем: Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за святого отца нашего, всесветного епископа Франтишка, папу римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея, и всех во Христе братьев наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за Богом, стиражом и краина нашу Беларуси, за врата лежну влады войска и весь белорусский народ, за стойкость и веру, мужность в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся.
братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших во Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Мы еще молимся за годных памяти, за основанием этой святой церкви, и за всех ранее дошедших отцов и братов наших, які тут и на кожном іншому місці спрашивають. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Мы еще молимся за все человечество, яке терпит с причины поширения пандемии, за всех беспоможных и разгубленных, за хворых, и за тех, кто отдавна им служит. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Мы еще молимся за доброчинцев этой святой церкви, за тех, что приносят дары, працують і співають її, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. О, Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава Отдай на Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Еще раз упокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, спал, и стережи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будешь, и за все доходит ремонтной влады, Тебе слава слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Мы что тайны способ. Мы что тайны способ представляем. біскупа Франтишка, Папы Римского, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, паршестных святород, диаконов Христе, все духовенство Богом, стираженную крайну нашу Беларусь, уратные жнулады с основальников и доброшинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христиан, охай вспомни поступок своим владарством на все шесты, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Как нам принять ударов сих, необычно сопровождают ангельские силы.
добрый, животворчий Дух, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Тройцу одиносудную и нераздельную. Теперь у мудрости будь тьма уважная. Веру в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башенного всего и небашенного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светлого светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносудного зайцом пред якого все стало быть, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком, был укрыжован за нас при Понском Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес сгодно с Писаниями, и взошел на небо, и сядись по правой руце Отца, и знов придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Господа Животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, в единую святую повсюдную апостольскую церкву, вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и жильца будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом уважнего, святое верованию мира и приносит. Дар миру, ахвяру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будет со всеми вами. И с Духом Твоим. Возьмем гору сердце наше, Мы узняли их до Господа. подякуем Господу. Годно и справедливо поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице одиносудной нераздельной. Единородный Твой Сын и Дух Твой Святый, Ты привел нас с дня быта до бытия, и коли мы упали, снова пойдем не переснова ради все, как узвести нас на небо и даровать нам Твое будущее благодарство. Делях это дякуем Твоему и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добра, відомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Тебе за эту службу, яку Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобой стоять великие множества архангелов, безлишанелых, херувим и серафим, и шестикрылых шматвоки, які, взнявшися высоко на крылах, пироможную песню пьют, ускликающим, припевающим и кажущим. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на высших
силами человеколюбную владару ему скликаем кажущим. Святые все святы, Ты, единородный Твой Сын и Дух Твой святый. Святые все святы, Ты и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел житие вечное. И Он, пришедший, исполнивший весь провид для нас, у ношу, яку Его выдали, а похудших, и Он сам отдал себе за житие свету. Взял хлеб у своей святые, все чистые безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, осветивши, разломавши его, дал святым своим ученикам и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Аминь. Так само чашу, после вечери, кажучи: «Пейте, з'яєвся, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Аминь. Мы ж памятуючи это заповедные заповеты, все, что для нас дарилось, крыш, похование, воскресение на третий день и сухов на небо, сядение по правой руце другой славной присти, приносим Тебе Твоих, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за наисвятую, чистую, наибласловенную, славную Владыку нашу Богородицу, и за все Деву Марию. Достойною правды, называ счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и бездоганную, Мати Бога нашего, божгодную пашаны за херувимов и без поравнания больше славную за серафимов, что заховавши девоство родила Бога Слова, ясную Богородицу Тебе мы величаем. Нас напершу вспомни, Господи, святого отца нашего, сусветного бискупа Франтишка Папу Римского и достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, заховай Пресвятую Церковь, супокой целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как и не могли верно внушать нас словом Твоей правды. И все, и дай нам одними устными, единым сердцем, славиться и хвалять Твоя почестный величный имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Нехай будут милости великого Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим.
Дай нам, Господи, как дальнейший тех життя нашего, упокой и покаяние повести Господа просим. дай нам, Господи, Христианского конца життя нашего, безбойного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. дай нам, Господи, Вопросивши одинство веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и всю життю нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Изради нас достойными вода, полными веры без осуждения, смей звертаться к Царю Бога Небесного и отдаться и казать. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вот Твое владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Тебе, Господи. Косово даром принесены тут даруй сим поровну роздай, кожному поводу потреби. Будь сподарожниками, помору земли и поветры, оздорові хворих, некую душу тела. Лаской, милосердностью и человеколюбства, в одинородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, и Твой, все святый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Боже, Господи, негрешному не змилуйся надо мною, Боже, Господи, негрешному не змилуйся надо мною, Боже, Господи, негрешному не змилуйся надо мною. Будьмо уважні, святі речі для святих. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить грешников, серых яких я самый пеший. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, якие я зробив словом и учинком, свядомо и несвядомо, и дай мне без осуждения принять Твои святые тайны, для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечери. Я не здражу ворогом Твоим тайны, и не дам поцелунку, як Иуда, а я, як разбойник, вызнаю Тебе. Вспомни меня, Господи, в Твоем владарстве. Нехай принятие святых Твоих тайнов будет мне не на суд и осуждение, а лет для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходь. Благословенный Ты, кто приходит в имя Господня, Господь Бог и явился нам, тело Христово примите, во
крыницы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христа за нас охрана. Тело Христа за нас охрана. Христова кровь за нас пролитая. Христова кровь за нас пролитая. Христовый Бог за нас пробитый. Христовый Бог за нас пробитый. Христово сердце для нас открытое. Христово сердце для нас открытое. Христовый криж для нас избавление. Христовый криж для нас избавление. Душа Христа нас освящает. Душа Христа нас освящает. О Христе Божа, раствое раны. О Христе Божа, раствое раны. Помилуй нас, даруй праведный. Помилуй нас, даруй праведный. Избав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твоим. Мы бачили правдивое святло, приняли Духа Небесного, нашли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Бога нас Господила. Благословенный Бог наш, наш Иша Сын, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Ай, наши Господи, исполнения, славы Твоей, Господи, как нам пеет славу Твою. Бог, Ты зробил нас достойными воссудельниками, святых Твоих боских, несмертных и животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как нам везде научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отримавши боски, святий всечистий, несмиренный небесный животворше, страшной Христовой тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступись, отжайся, избавься, стиражи нас Божьего,
лаской Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как это весь день благосконало, святым и безгрешны сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и совершили наши Тебе славу отдаем Отцу и Сыну, и Святому Духу теперь и за все, и на веки веков. Аминь. Будем с миром. О, имя Господня. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, реки благословляешь Ты, что благословляет Тебе, освящаешь Ты, что усходает на Себе надею. Сбав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховай целости церкву Твою. И освети Ты, что любить красу дому Твоего, Ты их услал Твою Божскую силу, и не покинь нас, как испытаемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церквам Твоим нашему, белорусскому народу, належному ладу нашему, всем людям Твоим, во всякое доброе дарение. И дар досконало, заходит с горы от Тебя, Отца светла, и мы Тебе славу, подяку, поклонение отдаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай будет Имя Господня, благословенное теперь и на веку. Хай будет имя Господня, благословенное теперь и на веку. Хай будет имя Господня, благословенное теперь и на веку. благословение Господне, хай будет на вас ласка и человеколюбство на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Отче, благослови. Христос, Спаситель Бог наш, и воскрес мертвых, молитвимся шествия Своей Матери, святых славных, водопокоя апостолов, миришь, святыми Отца нашего, Яна Златоустного, архиепископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, архиепископа Полоцкого и Божественного Мартина Туровского, молитвами святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, миришь, святыми Отца нашего Кирилла, епископа Туровского, Святой Мати, нашей Фасине Полоцкой, светницы Беларуси, всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных, Бога Отцов, Якима и Ганки всех святых, хай смилуется над нами, избавит нас, Бог добрый человеколюбец. Аминь. Христос спасет нас. И Господи Боже. Мудрый Боже, владарцу света, ярких солнцев и сердц малых, над
весь свет створил и законы для всего установил, кожному место призначил. А род людский так без конца полюбил, что Сына Своего Единородного послал на землю. Как все слухали Ягону науку и души следом за Ему вошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народа, як могли, слухались и Твоих загадов, а теле человечей слабости часто падали, изневажали Тебя своими грехами. Теперь молим Тебя щиро, даруй нам наши провины нашу, недбайностью относимых до себе и до інших, даруй так само тим, кто кривдил нас и сневажал, борони нас от кривды ворожия. И дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови, дай нам едность веры, сходу в громадском семейном житті, загай наши особистые народные раны души, які мы себе учинили, або от неприятеля отримали в нашем штоденном житті, освети наш розум Твоим евангельским светлом, как мы, заховываючи Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и засюду Тебе благословляли, пошли белорусскому народу охвярных слугов своих, які праведним, сумленным и мудрым життем и деятельностью великих одолевшей доли, дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как положено, и злит, балы, батька, и охвярная мать, излученная шире святой любовью, виховували Тебе на славу батькушні, на користь діток, особливу ласку дай молоді, как яна отримала глибоке християнське зготування і виросла на корисних синов і дочок свого народу. Благослови наши дочасные достатки, не дай гинуть марним талентам, які Ты посылаешь у наш народ, але дай ему свободно развиваться и закрасовать Тебе на славу и всему людству на користь. Благослови працу селянам на роли, работников на фабриках, ученых, письменников, мостаков, с их недопомогой. Белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица и наша Небесная Матерь, просим, покрый нашу Украину Твоим святым покрывом, и будь нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросинья, светница Беларуси, все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспынно, как мы стали народом святым, и выполнили волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свой уклад, огульный доброту на земле, а в грешном житті отримали вечное счастье и неспынно давали славу, пошану и поклонение Богу Тройце, Единому Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Песню славы заспеваем, мученика выхваляем. О, Иосафате, Литве и в короне, мы Тебе кричим, могутный патроне. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Дякую Тебе, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, а не полечил достойным быть удельником Твоей святости. Дякую Тебе, что Ты достоин меня принять Твои святые дары, а не человеколюбный владар, что для нас помер и воскрес, и даровал нам в этой страшной животворчей тайне, для добра и освящения души и тела. Дай капеллы мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления в очах сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохитной, для широй любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей Божской ласки и для осерднения владарства Твоего. Как я захованный имя Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жил уже не для себе, а не для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивших это життя в надее життя вечного, досягнув неприминаемого супокою, где безупынно чудный голос святых, и пануя вечная радость Ты, что оглядает невыказанную красу твару Твоего. Вот Ты соправдное ожидание, и невыказанная радость Ты, что любит Тебя, Христе Боже, и Тебе все створение перед славу
во все веки. Аминь. Всемогутный, спрадвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, а лишь даешь, как навернулся и выжили. И яки послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, яки нам наказал, просите и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте и отчините вам. Да Тебе преподаем скрушливым сердцем, и слезми молитесь Тебе. Не суди нас, али милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и сутишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский до часа не примечешься чуть. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами, избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воле Твоих приказаний, и прославляй имя Святое Твое. Заступися и заховай от этой злудной пошести наших батьківщин и наш народ. Ура и всі, что стерегут целость и спокой нашей краины. Выбор от ее этой город и все города и вёски. Змилуйся и наведай тых, что терпят от этой хворобы. Подними их с Божьей немощи и дай им здоровье души и тела. Душишь ты, что от этой хворобы у правой веры и на деле воскресения уже спочили, супокой святыми Твоими, где нема ни волю, ни сон, ни плачу, а лишь житё бесконце. Молитвами Наисвятейшей Богородицы и за всёды Девы Марии, заступництвом святых бестелесных сил и ангелов-охотников, ласкою человеколюбного одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пожалуйста, и поклонение, разом за Вышним Твоим Отцом и за Святым Духом и животворчим Твоим Духом, теперь и за всё и на веки.